В самом начале заседания председатель лингвистической комиссии Дмитрий Монастырлы отметил, что кандидаты в члены исполнительного комитета, представленные Башканом Ириной Влах, во второй раз не явились на заседание комиссии, хотя были уведомлены. Я хочу зачитать 43-й пункт, который звучит. Неучастие кандидата в проверке владения на гагаузском языке является основанием для признания кандидата не владеющим гагаузским языком. Вот они сегодня все не появились. По словам вице-спикера Народного собрания Георгия Лейчу, председатель Народного собрания уже дважды обращался в адрес исполнительного комитета и Башкана, указывая на то, что кандидаты, которые претендуют войти в состав исполнительного комитета, должны пройти тестирование на владение гагаузским языком. Дважды получали ответы со стороны членов исполнительного комитета. Они носят характер отписок. Чтобы не утомлять вас содержанием всех вот этих отписок, извините за откровенность, пустые по содержанию и по смысловой своей нагрузке, просто какая-то игра непонятная, абсолютная дискредитация нашей автономии в части необходимости расширения сферы применения гагаузского языка. В пресс-службе исполнительного комитета нам прокомментировали факт отсутствия представителей исполнительной власти на заседании комиссии. Структура и состав исполнительного комитета Гагаузии были повторно представлены для утверждения в Народное собрание Гагаузии 12 мая 2022 года постановлением главы Гагаузии от 11 мая 2022 года. Тестирование кандидатов по установлению владения гагаузским языком проводится не позднее 5 рабочих дней со дня поступления материалов по кандидатурам на замещение должности. Учитывая, что установленный законодателем срок тестирования является императивным, который истек 19 мая 2022 года. Соответственно, тестирование, назначенное на 17 октября 2022 года, является незаконным. Ранее депутаты Народного собрания внесли поправки в закон об исполнительном комитете. Одна из них предусматривает обязательное владение гагаузским языком. С этой целью была создана лингвистическая комиссия.